Существует два класса в данный момент. Это Lada стандарт 1,5 литра и иномарки 1600. Значит, чтобы участвовать в этих классах, нужны определенные требования, которые выдвигают организаторы и, соответственно, Федерация автомотоспорта. Как не гражданская машина, должен находиться каркас безопасности по определенных углах, в определенных размерах, с определенной трубой. Все выдается организаторам перед участием. То есть машина должна соответствовать требованиям организаторов. Также должен быть соответствовать шип, колесо, диаметр, количество шипов и многое другое. Стандартно начать уступать в соревнованиях можно с класса Lada стандарт, более бюджетно. То есть оно не заваливает там с 1 500 000, до 300 000 вполне можно собрать машину. А высший класс 1600, да, конечно, там и базово только можно собрать машину от 500 000. Суммы не нужно пугаться, потому что можно начать с простого и расти параллельно с машиной. Потому что я начинал именно с класса Lada стандарт и откатал ни много ни мало, порядком 7 лет. Потом 3 года откатал в этом классе 1600. У меня машина была сначала стандартная, простая, на простой коробке передач, на простом моторе, без доработок. После каждым годом я начал расти, что в техническом плане, что в управляемости. Прямая 420 метров, длина трассы тренировочной километр 420. Ну, людям нравится, прикатывается помаленьку, кто готов, уже выезжает. Вот даже успели сегодня машину перевернуть одну. Но это и лучше. Пусть ребята накатываются, настраивают машины перед решающей гонкой, которая, как и в прошлый год, состоится на озере Енит в районе Хатунрявского шоссе. Вот. Ну, народ помаленьку подтягивается, как и вот в Ладе стандарт. Машины уже более подготовленные в этом году. Также и в классе 1600 у нас новых 4 Хонды появилось, на старт выйдут. Общее число участников, ну, пока ожидаем по 16 таблице и там, и в обоих классах. Где-то так, но это, конечно, радует. Первый этап 23 марта. Это будет суббота. В пятницу у нас тренировочные заезды и квалификация, где она будет необходима. Заключительные этапы пройдут 30 и 31 марта, там же на озере Енит. Начало старта, наверное, как обычно, в 11 часов. Приглашаем всех желающих. Ну, погода, как обещают синоптики, будет очень хорошая. -5, ночью -10. Я думаю, всем будет весело, как раз проводы зимы.